Каково это – жить в умном доме? Председатель правительства Якутии Галина Данчикова узнала лично. Правительственная делегация во главе с премьер-министром и участницей праймериз «Единой России» Галиной Данчиковой посетила поселок Жатай. Глава Кабмина провела рабочее совещание, а также осмотрела и пообщалась с жителями первого энергоэффективного квартала на Вечной Мерзлоте. Подробности далее. С поздравления присутствующих с Днем местного самоуправления начала рабочее совещание в администрации городского округа Жатай председатель правительства республики Галина Данчикова. Становление местного самоуправления у нас в республике Саха-Якутия состоялось. Сегодня это огромная сила по республике. И мы считаем, что те вопросы, которые решают сегодня органы местного самоуправления, они для населения, конечно, очень важны. Основное внимание на совещании было уделено кварталу энергоэффективных домов, строительство которых стало пилотным для региона именно в Жатае. Нам удалось фактически уже почти полностью построить жилье, пока говорю построить жилье на этой площадке. За исключением сейчас у нас остался 40-квартирный дом, который мы строим, мы сегодня на площадке увидим, и 2 подъезда 80-квартирного дома, которые в ближайшее время у нас будут закончены и заселены. 2 года назад это стало событием федерального уровня. Тогда на открытии очередного энергоэффективного дома присутствовали глава фонда реформирования ЖКХ Константин Цицин, председатель наблюдательного совета фонда ЖКХ Сергей Степашин и глава Якутии Егор Борисов. Умными домами назвали жители новостройки. Значительная экономия здесь ощущается не только на энергоресурсах, но и на финансовых затратах самих жильцов. Проекты этих домов наверняка будем использовать при строительстве домов в целом по республике Саха-Якутия. Если брать вот простой пример, да, в энергоэффективном доме, который в Жатае находится на Комсомольской 1/1, платеж семьи, проживающих в квартире площадью 61 квадратный метр, меньше на 700 рублей за январь составило, чем в таком же доме на Матросова 5 в том же самом Жатае. Чуть позже, при встрече с Галиной Иннокентьевной, его слова подтвердила одна из жительниц умного дома Галина Безбрыжая, особенно подчеркивая теплообеспечение дома. А так в целом? Нет, все у нас нормально. У нас, во-первых, тепло. У нас претензий к компании нет. Они сразу делают все, что просим, все делают. Об особенностях теплосети из полипропиленовых труб говорил и представитель строительной компании. Ну, в данном случае оно уже опробовано. Вот эти 3 дома уже в зимний период, когда производились работы отделочные, они отапливались через эти трубы. Подземная прокладка, они оттайку грунта не дают, потому что тепловыделение мизерное, и в зимний период при промораживании деятельного слоя этого тепла недостаточно, чтобы растеплить грунты. У нас потери тепла при транспортировке нет. Все, что вырабатывается, это все в дом идет. Теплый дом, чистый двор, благоустроенный город – все это создаст комфортные условия для проживания жатайцев. Сегодня главу администрации волнует и внешний вид нового квартала. Год благоустройства, и, конечно, должно быть все сделано на лучшем уровне. И сегодня мы нашли понимание и у Галины Иннокентьевны, она поддерживает нас в этом направлении. Буквально совсем недавно стало известно, что мы выиграли грант по благоустройству 4,5 миллиона. Вроде бы небольшие деньги, но для нас это существенная поддержка. И здесь, конечно, следует отметить ту последовательную политику правительства республики, главы республики, о том, что все-таки вот именно вопросам благоустройства, обустройства населенных пунктов республики уделяется действительно особое внимание. На полученный грант будут реализовываться мероприятия по 3-летнему плану благоустройства округа. Ознакомившись с кварталом умных домов, председатель правительства, участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Галина Данчикова поддержала предложение Алексея Колодезникова, министра ЖКХ Якутии, о распространении опыта строительства энергоэффективного домостроения на территории всей Якутии. Хотя сами дома стоят дороже, но в результате выигрывают люди. А это главное, подчеркнула Галина Иннокентьевна. Вадим Ганкевич, Владимир Сенюшкин, НВК «Саха», Жатай.